Хагердаду чхада, а сидик чоуир, дезндя вы юалиди, сидял шидухун, чоуян хажгихсу. Всего 5 лет, как Маулатхан Лалахоева работает в Назрановской районной больнице, но уже успела запомниться всем коллегам своим большим и добрым сердцем. В период пика коронавирусной инфекции она вместе с докторами была на страже здоровья пациентов, и это несмотря на то, что люди в ее возрасте уходили на больничный. Маулатхан тоже могла уйти на самоизоляцию, но осталась работать, потому что понимала, кадров катастрофически не хватает. Они тоже рисковали своей жизнью, спасая этих больных. А мне что стоило? Я достаточно прожила 60 лет. Прекрасно есть дочка, прекрасные внуки. Поживут, наверное, без меня. 1,5 месяца Маулатхан в буквальном смысле, не видя родных и близких, жила на этой работе. На сон отводилось немного времени и снова в бой. Ей приходилось следить за тем, чтобы врачи от своей усталости не забыли надеть все средства защиты, когда заходили в красную зону. Помимо этого, она становилась свидетелем смертей людей, не вынесших вирусную нагрузку. И здесь она оказалась просто незаменимой. Для омовения тела усопшего необходимо было подготовить специальный раствор и объяснять родственникам, как его использовать, что она и делала днем и ночью. Вспоминать о тех сложных днях совсем непросто, отмечает Маулатхан. Родной жгухан, близкий жгухан, ползрый жгухан, безрый жгухан. Вот уже халдохнули. Мы не думали, что такого будет. Мы даже не представили, что халхуд мрия. Ну, когда поток начался, мы уже не чувствовали, кто здесь устал, кто здесь бегает, кто здесь плачет. Халмди, бархейж халмдица. И давенер, ещенер, ошвенер, наненер, ноги потеряли. И все же организм дал сбой. Болезнь не обошла стороной и Маулатхан. Ковид коснулся и ее. Она отправилась домой, изолировалась в комнате и проводила свое лечение, не впуская к себе никого. Эти 3 непростых дня казались вечностью. Уже смеясь, делится Маулатхан. У меня внутри в организме ничего не болело. Я просто устала, у меня уже силы не было идти дальше. Я до того уже расслабилась, когда я дома уже. Дотрогаться до телефона, который этот Для каждого больного, родственников, пациентов и врачей Маулатхан в тот непростой период умела находить слова утешения. Как отмечают коллеги, порой она становилась для них той успокоительной таблеткой, которая вовремя подоспевала к истощенному организму. поддержки же, хоздош алжи, хамде датер, тахан хаятар, кван худат свин, кван кизик ахтач да дырин, хамде датсу, ми шанихи хау от, ну осталди али, татханан сан, тхун улу яны, татхабух лохан саны ятжи, тхуагулятса, хамде датер, бух хабиб бывай, хос хабиб бывай, тахан шима бучан, такача бал бир, не только вин санин, берг бемерка, мысоч, ومن تبين بالبير حمد داتير تان دادا دير قان دادا دير حمد داتير بوخ حبيب بوي خوز حبيب بوي يعرف اشت دغلق درسو اشت ماشي موج انساني حلوات اشت حتشكي على موتخان. Выразить благодарность за бесценный труд Маулатхан Лалахоевой приехали представители администрации главы региона. Нам очень важно и ценно, что вы вот так вот не бросили в нужное, важное, тяжелое время ни нас, ни пациентов, естественно, ваших коллег. Профессия врача является одной из важных в нашей жизни. Это лишний раз было доказано в разгар коронавирусной инфекции. Она не потерпит ошибок, потому любая оплошность может стать фатальной для человека. Практически так же ответственна и работа среднего медперсонала. Поэтому следует неустанно говорить им спасибо, отмечает Фатима Нальгиева. Что бы мы ни говорили сегодня, какие бы слова ни подбирали, это все равно не выразит весь масштаб благодарности, который мы обязаны, каждый из нас должен понимать, что вот в этот период действительно люди показали свое и истинное предназначение быть врачом, медсестрой, неважно, там, доброе слово или же профессионализм, они в равной степени в данное время сыграли свою роль. И учитывая, как коллеги отзываются, в данном случае конкретно о Маулатхан Лалахоевой, о том, как она их мотивировала, стимулировала, даже примером своим,
говорит о многом, поэтому очень хотелось ее выделить, рассказать о ней. И я думаю, что это не последняя история. И это делается для чего? Не для того, чтобы конкретно кого-то выделить, кого-то обделить вниманием, а для того, чтобы показать, что среди наших людей, среди наших врачей, медсестер есть люди, о которых нужно говорить. О них должны знать люди. И таких самоотверженных работников в Назрановской районной больнице немало, отмечает Зарема Анташкиева. Работа медперсонала достаточно напряженная и требует большой выдержки, подчеркивает главврач больницы. Каждый день это тесное общение с людьми, в первую очередь с пациентами, требующими неусыпной заботы и внимания. Моллотхан же справляется со своей задачей на отлично, говорит Анташкиева. Она жила на территории больницы. Она успевала везде. Она могла сбегать в пищеблок, посмотреть, как обстоят дела там с подачей еды. Она могла находиться и в том корпусе, где самое сложное, вот о чем я говорила, где идет омовение этих покойников. Она заходила, где раздавались СИЗы. Везде она успевала. Это человек, на которого можно положиться, если какие-то ситуации возникают, и ты ей говоришь, вот нужно вот это сделать, и у нас очень мало времени. В ней можно не сомневаться. Через некоторое время она все это сделает, она придет, доложит, все, я успела, я все сделала. Причем у нее бывают какие-то свои новшества, она сама может что-то доделать. Невзирая на множество трудностей и преград, наши врачи, медсестры и младший медперсонал каждый день стараются ответственно нести свою работу. Многие из них завоевывают признание граждан своим бескорыстием, профессионализмом и состраданием. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.